ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45 утра. Еженедельная общегородская планерка в администрации. О планах на ближайшее будущее и проблемах отчитываются все профильные управления. Больше всего вопросов к ЖКХ. Здесь и брошенные машины, которых вывезено 21 из 100 зафиксированных, и нормативное НТО, и закрытие просроченных ордеров. На сегодня лишь 16 из них реализовано, всего их 70, и сделать все надо до конца сентября. Новый мэр подчеркнул, что нехватка финансирования – это не аргумент. Каждый ГРБшник вместе с вами, ко мне я время буду назначать, мне четко и ясно объясните, почему те деньги, которые были выделены вам на 2016 год, они не используются, и почему какая ситуация, в чем проблема. Просто даже на скидку, если так вот говорить, мое любимое управление ЖКХ порядка 100 миллионов рублей незаконтрактованных. А мы ходим, кричим: дайте денег, дайте денег. Деньги у вас есть, вы просто перераспределить их не можете у себя. Во время планерки подтвердили, во все социальные объекты Ухты подано тепло. Работы над строительством домов для программы переселения из аварийного жилья идут. Также продолжается восстановление дома по Севастопольской после взрыва. Подрядчик обещал ускориться, однако мэр потребовал точной даты завершения. В протокол занесли 10 октября. Несмотря на дождливую погоду, продолжается городское благоустройство и ремонт дорог. По благоустройству очень много и звонков, очень много и жалоб, много пишут, что, допустим, сегодня в дождь ложим асфальт, там какие-то мероприятия проводим. Это вынужденная мера, которая не была проведена вовремя. Было очень прекрасное лето, когда можно было делать эти работы, но они были сделаны. Но уйти в зиму с такими ямами на дорогах, с такой колейностью, нельзя было уходить, поэтому было принято такое решение, что сегодня это просто чисто текущий ремонт за счет собственных средств спецавтохозяйства. После окончания совещания Магомед Османов заметил, что, возможно, Ухту еще ожидают кадровые перестановки. Однако, насколько слова не разойдутся с делом, покажет время. Общегородские совещания проходят в администрации еженедельно. Смогут ли управления не сдавать темп и поспеть за требованиями?